Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено Агадуллиной Лизе Киямовне, учителю лицея номер 42 города Уфы, Республика Башкортостан. Случай был, по-моему, в 9 классе. Мы катались на лыжах, ну, все-таки ноябрь или декабрь месяц уже был. Ну, и на трамплинчике я упал. Ну, правая рука с гипсом, сколько там, на месяц, по-моему. А тут как раз период всех олимпиад. А у меня правая рука в гипсе. Ну, соответственно... Не пишется. Ну, как не пишется? Я левша. Но меня никогда не переучивали на левую, переучивали вот на правую. Поэтому с русским у меня немножко тяжело. Вот, да. Вот. И вот только Елизавета Киямовна знала, откуда, я сам не знаю, что я могу писать и левой. И вот я пошел на районную олимпиаду вот только по химии, все остальные, потому что я, ну, с чистой совестью погулял. А что, это же хорошо. В воскресенье не на олимпиаду идти, а дома там покататься, там просто поваляться. И вот я написал олимпиаду, и Елизавета Киямовна тогда меня ходила на комиссию защищать о том, что хотели работу заблоковать, а то, что, ну, кто так пишет. Ну вот когда она потом привела к примеру, что человек левой рукой за эти же 2 часа все сделал, и вот, ну да, где-то некрасиво, где-то это, но все правильно. Ну вот она меня тогда на олимпиаде отбила, я тогда 1-е место занял на районной олимпиаде. Это самый был такой случай. Она борец за результат. То есть мы всегда работали на результат. У нас всегда был четкий план, что мы должны сделать. Лиза Киямовна всегда знала, где и как найти ту или нужную информацию. Говорю, мы ходили, когда мы учились в школе, мы ходили на химфак, она ходила, договаривалась, чтобы это опять же, я лично сидел со студентами химфака БГУ, будучи школьником, на лекциях и на занятиях. То есть это нужно пойти договориться. Вот. Поэтому в этом плане у нее, конечно, борцовские качества, за своих детей, за своих учеников она борец. Она за себя не будет никогда идти договариваться, но за своих учеников, за своих детей она будет стоять со горой. Даже на Олимпиаде, первая моя Олимпиада районная в школе в 9 классе, я решил задачку немножко по-другому, не как было в, ну, там, как, решебники у них какие-то, может, были. Ну, первый раз в Олимпиаде, ну ладно, мне задачу не засчитали. Лиза Киямовна отстояла. То есть вот, тогда для меня это было примером, может быть, таким вот. Она борец, действительно борец. Тем более, как бы она, сколько она болезней победила. Вот. Она, в этом плане она молодец, очень стойкая духом. Покажу грамоту, которая больше всего дорожит Лиза Киямовна, которую она любит сейчас вспоминать ее. Ну, наверное, лучше найти сначала самую первую. Вот моя самая первая грамота. Это 1-е место в районной олимпиаде по химии. В каком классе вы были? Это был 9 класс, как раз тогда, когда Лиза Киямовна вот, защищала мой способ решения задачи, а не тот, который был написан в решебнике. Вот. А Лиза Киямовна очень любит, сейчас скажу, какую грамоту.
Вот эту грамоту она очень... Нет, не она. Вот она. Эту грамоту она очень любит. Она, может быть, тоже вам рассказывала случай этот. Это была Всероссийская олимпиада по химии. Она проходила в Ульяновске. И тогда я был награжден как лучший экспериментатор России. Лучший экспериментатор. Да, да. То есть у меня эксперимент получился лучше всех. Среди всех Что школьников. эксперимент, если можно вкратце? Это была комплексонная... Нет, это было титрование. Это было... Сейчас скажу. Сейчас скажу. Нужно было титровать. Титровать, да. Броматометрия. Нужно было броматометрически найти концентрацию кислоты хлористо-водородной в растворе, насколько я помню. Вот. И тогда, когда я вышел с эксперимента, он приходил в Ульяновском университете, был на 2-м этаже лаборатории, где мы экспериментировали. Была такая лестница, и Лискяна стояла внизу. Я вышел в халате, расстегнул и увидел, что Лискяна внизу стоит. И к ней побежал. Халат у меня, она, как она рассказала, она снизу стояла, я этого не видел. Ты говорит, бежал такой... Птица. Да. У тебя халат развивался, да. Вот Лискян любит этот момент вспоминать. Вот этот диплом именно получен в тот момент. Вот, кстати, научился титровать я на кафедре на химфаке, где заведовала Кудашева Флорида Хусаиновна. Да, там вот Вива Михайловна была преподаватель, она мне руки ставила. Вот, работать с береткой, с колбами. То есть в школе же этого не было, у нас такое не было оборудования. Целый мир, да, совсем. Это удивительный мир. То есть я говорю, вот дай бог всем это узнать в школе. Вот для меня действительно это был совершенно другой мир. Задачи Всероссийской олимпиады профессура составляет. Вы знаете, они умеют решать только свои задачи, и другим, которые составлены задачи, они не могут решать. Да, они узко только свои. У нас ведь химии очень много. И физхимия, и коллоидная химия, и органическая, и неорганическая. У нас очень много химии. Каждый в своей области. Так что, те-то, допустим, и я тоже так же, эти задачи мы иногда недорешаем, а ребенок должен решать все задачи разного типа. И физхимию, и органику, неорганику и так далее. Вот ребенок должен решать вот это все. Вот так должен знать. Поэтому я иногда приглашала, когда в воскресенье занималась, узких специалистов. Потому что школьный учитель тоже все это знает. Это невозможно. После 10-го, перед 11-м, она в клювике нам принесла олимпиаду соросовскую. И сказала, давайте решать. Это была заочная олимпиада, нас было 4, и мы сидели в школе на каникулах, мы сидели и готовились, мы прорешивали задачи. Сначала там за более младший класс, за 9-й, по-моему, задачи сложные. Мы решаем, что-то у нас идет, что-то не идет. Решили. Потом она нам дала там посложнее задачу, более старшего класса, 10-го. Опять что-то мы решили, что-то не можем. Она нас отправила в БГУ, договорилась. Мы поехали в БГУ к ее бывшим ученикам, которые сейчас преподают там, на тот момент преподавали, чтобы они нам объяснили, как решать такие задачи. Хорошо помню, едем мы в автобусе с моей подругой Юлей на химфак БГУ и по ходу обсуждаем одну из задач, которую решить не можем. Такой твердый орешек. И тут слово за слово мы понимаем, как ее надо решать. И мы с ней, а если вот так, а вот так, а тут, а моли. И мы решили. Видимо, очень громко мы это делали, потому что какая-то женщина зашипела на нас, сказала, девочки, вы себя неприлично ведете. Нельзя так громко разговаривать. Решайте свои задачки в школе. И Юля мне говорит, наверное, она очень не любила в школе химию. Не было у нее нашей Лизаветы Киямовны. Поэтому она так злится сейчас. С момента нашего знакомства прошло больше 30 лет, а точнее, это, наверное, 1985 год. Я вернулась в свою 27-ю школу после длительной командировки с родителями в другой стране в 10-й выпускной класс. Тогда уже собиралась в медицинский институт, и на мое счастье, на мою судьбу выпала встреча с Лизой Киямовной. Она вела химию в нашем классе. С первых уроков она увлекла своим предметом, так что я решила ходить к ней на дополнительные занятия в кружок по химии.
Тогда мы учились еще в старом здании 27-й школы, это здесь неподалеку. Школа была трехсменная, и время для дополнительных занятий, это в основном были выходные дни. В свое собственное время мы приходили, она выделяла нам, чтобы мы занимались, могли освоить эту дисциплину. Надо сказать, что тогда она нам часто повторяла, что талант – это 99% труда. И без усилий в этой жизни ничего не добиться. За небольшой промежуток времени она подготовила меня к Олимпиаде по химии. В тот год я выиграла районную Олимпиаду по химии и стала призером Республиканской Олимпиады по химии, что, конечно, оно, безусловно, помогло мне поступить в медицинский институт. Многие ученики, дети обычной школы, невзирая на заслуги и возможности родителей, рядом с таким наставником получили путевку в жизнь, в достойную жизнь, поступив и окончив лучшие университеты и институты страны, став высококлассными специалистами и профессионалами в своей области. В основном это, конечно, химия и медицина. Очень много у нее учеников достигли руководящих постов в здравоохранении, в медицине. Опекает у меня Музельгалиева, Мухитдинова, профессор она то на сердце операции, то онкология, то что-то. Она всегда заботится, ходит, приходит. То есть ученики, их много. Отдельно выделять только кого-то только. Вот Ирик Шарипов и так далее, их много. Но в основном, вот я сейчас пожинаю плоды тому, что я не только химию учила, старалась их воспитывать, чтобы они были порядочные, добрые люди. Все с возвратом, это я поняла. Вот в выходные я занималась с детьми, кормила, кого одевала, кого как. Иногда бывало, узких специалистов в воскресенье приглашаю, а я им сама платила. Дети не знали об этом. Вот таким образом. Вот потом мне и вернулось это все. Вот сейчас я не думаю, что я доживу до этого возраста. Вот дожила до этого возраста. В сад меня возит, оттуда привозят. Там помогает мне, дома помогает, заботится. Вот обязательно, знаете, все с возвратом. И добро, и зло, все с возвратом. Все с возвратом. Надо делать больше добра. Вот чем я и рада, что сумела вот это поставить. Все-таки про вашу методику. Вы чью методику сами переняли? Я ничью методику не перенимала. Я думала долго, потому что все наглядные пособия у меня свои были. Кабинет я сама оформила, то есть занималась я с детьми, их родители. Мне сделали прекрасный кабинет, красивый, у меня хороший кабинет. Я сама думала, как достичь, чтобы дети было интересно химию изучать, чтобы они не говорили, когда учитель заболеет, что ура, а чтобы они меня ждали. И действительно, это и получилось. Вот когда я болею, ребята переживали, потому что я с ними поступаю в вуз, я с ними жизненные проблемы решаю, я их учу и жить. Самое главное для меня не было, чтобы и призеры воспользоваться этим, себе славу получить и так далее. Нет, у меня была цель, дальновидная я была, видать. Цель была мне воспитать их. Самые воспитанные, они учатся хорошо. Вот если значит, химию, математику знать и не быть человеком, и это было трудно. Вот самое трудное – воспитывать человека порядочного. А вот химию учить – это не трудно. Можно там, чтобы ребенок влюбился в химию и так далее. А вот человеком, внутренней культурой, и вот это мне, наверное, помогли интеллигентность моих учителей. Эвакуированные из Ленинграда мои учителя. Потом, когда я в Вирске училась, там у меня тоже преподаватели были, которые на ссылку их отправляли, они там остались. Вот мне, наверное, вот эта интеллигентность, наверное, передавалась от отца тоже так же. Вот для меня самое главное. Вот я сейчас и пожинаю плоды. Вот и сейчас заботятся ученики обо мне. Ни одного дня не бывает, чтобы ученики мне не звонили. Вот у меня передо мной лежит книга. Она называется «Химики Башкортостана». В нескольких томах эта книга выйдет. Здесь вот есть и доктора наук, есть и академики, есть и практические работники, есть технологи, организаторы производства. И когда мы готовили вот эту книгу, значит, я попросил авторов, значит, обязательно включить туда страницу, посвященную вот такому великому человеку, как Вельскианов.
Кстати, я ей говорил, но пока еще она не видела себя в этой книге, значит, есть специальный раздел, посвященный вот ее творчеству. Мы можем вытащить, ну, условно скажем, Белинского, там, Ушинского там, или еще кого-то, которые жили, ну, в каком веке, да, значит, в 19 веке, и мы изучаем их опыт. Ну, вроде как-то считается это общепринятым, а вот то, что было с нами, у наших современников, к сожалению, не так уж и часто становится предметом педагогических исследований. Надо бы. Достояние республики – это то, что является нашей гордостью. Настанет время, и, наверное, мы в аспирантурах тоже должны думать, кого-то приблизительно уже направлять на то, чтобы изучали вот эту методику. И самое главное, при изучении, хорошем, квалифицированном изучении, эта теория становится достоянием других, и другие будут работать приблизительно по такому же пути. У Флориды Хусаиновны, у Юрия Степановича, у Гарифы Губайдуловны я сам учился непосредственно, когда вот в 42-й школе. А сейчас именно мы именно рады, что под руководством Лизы Киямовны мы смогли воспроизвести это тут, ну, в новых реалиях, да, вот сейчас в нашем времени, и стараемся это продолжить. Также вот это вот наставничество, оно выросло от именно понимания Лизы Киямовны. То есть когда вот мы работали, с нами тоже работали студенты ее из медуниверситета. Вообще ученики Лизы Киямовны, они, химбиокласс всегда делился на 3 части. Часть шло в мед, часть шло химфак, часть шло в нефтяной. Ну, то есть примерно, или инженерный, не обязательно нефтяной, но в инженерное направление. И вот студенты медики и БГУ, они работали с нами. Те вот, которые вот были до меня, в мое время, а сейчас уже наши ученики, здесь они уже, получается, работают со школьниками. Кто-то ребенок-ученик понял тему, он обязательно, Лиза Киямовна сажала его вместе с тем, кто не понял. Вот кто-то или пропустил по болезни, да, вот это вот было шефство. То есть это было вот в советское время такой хороший положительный опыт, как шефство, да. Да, и это, получается, передавалось дальше, и сейчас вот это выросло вот в такую вот ассоциацию. То есть это вот такая вот взаимовыручка, помощь, товарищество, которое, может быть, сейчас не в тренде, да, но это получается, это советская методика, оно через Лизу Киямовну, получается, передалось нам, ее ученикам, и дальше нашим ученикам. Вообще доброта ушла из общества, наверное, в целом. Общество озлобилось, очень много конфликтов, очень много, вот, наверное, непонимания между людьми. Я помню, какова была советская школа. Я сам выпускник советской школы. Как мы любили, уважали наших педагогов. Дорожили их вниманием, их уважением. Переживали за оценки, которые получали. Если 5 получишь, счастливо бежишь домой. Получил оценку пониже, естественно, на душе смута, переживаешь. И я не в плане того, что переживаешь, что тебя родители накажут дома, переживаешь за то, что ты чем-то вот обидел своего педагога. Учитель в тебя вкладывала, столько сил своего труда вложила, да? Хочет, чтобы ты добился успеха. А ты где-то не дозанимался, где-то не доработал, и в итоге вот получаешь неудовлетворительную оценку. И давайте посмотрим на российскую школу сейчас. Очень много конфликтов. По роду своей службы я очень много разбираю всевозможных жалоб, когда конфликтуют учителя друг с другом, учителя конфликтуют с управленческим персоналом, с администрацией школы. Но очень много конфликтов, когда родители начинают предъявлять претензии педагогическому коллективу, и порой эти претензии, они обоснованы, что не додают детям знаний, не хватает воспитательного аспекта в профессиональной педагогической деятельности. И на фоне вот этих вот конфликтных ситуаций растет тревожность и напряженность в педагогической среде. Я как педагог и долгое время занимался в том числе и психологией, работая в университете, абсолютно прекрасно понимаю, что
Если создается конфликтная среда, тревожная среда, сразу же нивелируется ситуация успеха. Она исчезает. Потому что у ребенка начинают превалировать другие немного интересы. Вот как мне выйти из этой конфликтной ситуации, или наоборот, даже как ее, эту ситуацию развить, но отомстить, да, но при этом он не думает об учебе, о результате. Поэтому абсолютно поддерживаю идею Лизы Киямовны, что надо возрождать доброту. Хотя бы давайте со школы начнем. Ведь наши школьники — это будущие взрослые люди, которые будут формировать после нас уже гражданское общество. И, возможно, вот те азы, которые доброты мы заложим сейчас им, они цветами, ростками прорастут уже в будущем в их душе. Нам нужно, чтобы в школе создалась нормальная, добродушная, доброжелательная обстановка, где, я не скажу, что все, я реалист и понимаю, не скажу, что все друг друга любят, но, по крайней мере, с уважением относятся к позиции и мнению каждого человека. Ученик это будет, учитель, директор, завуч, неважно. Любого участника вот этого образовательного процесса. Абсолютно поддерживаю идею. Те уроки добра, которые Лиза Киямовна ведет, очень хорошие уроки, которые, сколько бы не видел, они в первую очередь разнообразные, поучительные и мотивирующие на будущее. И думаю, вот нашим пятиклассникам было это очень-очень-очень помогло. Я уже не могу без какого-либо звонка или просто совета. Просто элементарно человеческого совета. Потому что Лиза Киямовна где-то намекает, как надо, что нам дает АНОТ, РБ непосредственно. Мы говорим о том, что мы даем шанс нашим будущим выпускникам говорить о том, что их ждет в будущем. На Олимпиаду. Вот каким надо быть олимпийцем, упорным, вот таким молодцем. Стараться надо, хоть сломанной ногой бить, но в Москву съездить, победить Олимпиаду, это не всему дается. Это молодец, ну, когда он умер. Вот такой молодец. Так что надо быть упорным, настойчивым, стараться надо. Эта программа реализуется на базе нашего республиканского инженерного лицея-интерната. Вот как раз и много, она работала сама в этой школе, очень много ее воспитанников сейчас продолжают свою профессиональную деятельность, в том числе и в лицее. Очень серьезно пошел этот проект через наш республиканский центр талантов, развития талантов «Аврора». Вот эта идея, этот формат, эта метода, лучше так сказать, это метода работы с детьми, чтобы они добивались высоких результатов в учебе, мы будем проецировать не только на химию, мы будем проецировать абсолютно на все предметные области, которые изучаются у нас в рамках образовательного школьного курса. Поэтому уникальный проект. Вряд ли, наверное, где в России мы увидим аналогии такие. Мы его сейчас уже подхватили и будем обязательно тиражировать. Подожди, это ты сказал, на Тагир на я не говорил. Самое главное, что у нас есть, это то, что мы живем же здесь рядом. Получается, когда я учился, я жил в той же общаге, что и Тимур жил, а он был моим учителем. И поэтому мы могли с самого утра до самого вечера сидеть в лабе, постоянно что-то делать с ним. Это проект воскресной школы, в которых вот 20 лет назад я участвовал, да, ребята это сейчас сами участвовали, когда учились, а сейчас они это ведут, и в воскресенье у нас многие ребята иногородние, ребята открывают лаборатории и учатся. То есть Лиза Киямовна лично меня приучила, да, работать, потому что это тебе нравится работать. Она говорит, труд это... Не надо тяготиться труда, это дает свои плоды. Вы тоже чувствуете, как вот ребенок или ученик понимает? Я вижу, как глаза чунг загорелись, когда у ребенка. Прям такое желание появляется, и ученик сам хочет отвечать. Вот это момент хорошо ощущается, хорошо чувствуется. Мне кажется, когда вначале ты учишь, они уже там
либо сразу начинает задавать вопросами, прям без перестана. А это что? А это какого цвета там? А это почему так? У нас многие, очень многие начинали с того, что им все интересно, они все задают вопросы. Я вот мучил Айнура Мансуровича. Я задавал вопросы, как там 3-летний ребенок, мне было все интересно, он много отвечал, много говорил, типа, вот почитай там, почитай тут. Потом, когда я уже стал сам наставником, эти вопросы начал мне задавать мой гид. Айнур Мансурович сказал, что это наказание мне за то, что я задавал ему вопросы. И так один за другим, как бы, следующее поколение задает вопросы предыдущему. Для того, чтобы эти вопросы не раздражали, наставник сам должен быть очень выдержанным, ответственным. И должен знать на них ответы. Да, должен очень много знать и много читать. Вот, собственно, я о чем и говорю. Когда я пришел на одно из своих первых занятий по физической химии, я там объяснял сложную тему какую-то. И вот у меня, она сейчас до сих пор учится, 11 класс, Настя, она была в 9 классе, она мне задала очень много вопросов. Вопросы, которые обычно даже ты сам не думаешь, она задает, я тебе жду, что это? Я могу вот так вот зависнуть минут на 15. Но в итоге я понял то, чего раньше сам не понимал. Ощущаете возможности? Дзен, поймал? Нирвану-то. В 9 классе в начале Лиза Киямовна приехала к нам в лицей. Она увидела то, что я читаю какую-то непонятную книгу, которая в себе не несет полезной информации. Она подошла мне, сказала то, что вот, есть вот такая-то книга, и она нашла ее на наших полках, получается, в лицее. Она сама эту книгу в лицее уже и подарила. И сказала, что мне лучше по ней готовиться. Потом, получается, Айнур Мансурович тоже увидел эту книгу, и мы уже начали всем ребятам, те, кто готовились к Олимпиаде, эту книгу предлагать, чтобы готовиться к муниципальному этапу, например, Олимпиады. Благодаря вот знаниям, которые я получил из этой книги, я муниципальный этап хорошо написал, потом прошел на региональный, ну и еще как бы дальше пополнял свои знания уже другими более сложными книгами. С 97 года здесь есть задача со Сироса. И каждый раз команда, которая приезжает, привозит свои задачи. Вот 97-й, вот 98-й. Так, вот это 2003, 2004, 2005, 2006. Столько людей ездило. Ну то есть, чем больше комплектов, тем больше людей ездило. Каждому дается один комплект. И вот тут у нас 97-й год, а вот это вот последний. Здесь это так, не тут. А вот это. Последний 2019. Эта олимпиада называется IGSO. Там 3 предмета нужно знать: физику, химию и биологию. А я был только олимпиадником по химии, и физику с биологией не знал вообще. И Лиза Киямовна начала своим ученикам звонить, узнавать, чтобы мне помочь подготовиться по физике так же хорошо, как я знал химию, и по биологии. Учусь я на факультете медицинской биологической физики. То есть здесь и биология, и физика, и химия. И информатика тут тоже даже есть на хорошем уровне. У меня на факультете очень много ребят, которые поступали сюда с олимпиадами по математике, по физике. Вот, и им химия дается сложно. Потому что химия — это даже в школе самый сложный предмет. Не все математики понимают, даже самые гениальные математики не все понимают химию, и гениальные физики не все понимают химию. Мне кажется, больше всего в химии развивает творчески это проделывание опытов. То есть, когда эксперимент представляется не в голове и не читается по книжке, а когда ты его делаешь своими руками. Когда ты уже сам можешь выбирать, сколько смешивать соли и кислоты, чтобы получить более бурную реакцию. Благодаря достижениям в Олимпиаде по химии меня пригласили отбираться в сборную России на международную Олимпиаду. Мне уже нужно было готовиться по физике и по биологии. Лиза Киямовна здесь тоже мне очень помогала, находила преподавателей. И я, собственно, выбрал вот этот вуз, МФТИ.
поступил в факультет медицинской биологической физики. Как раз медицина, биология и физика. Здесь есть. Ну, вот такой дзен я мог ощутить, когда учился у Тимура. Он мне что-то рассказывает, и там органика какая-нибудь. Вот когда дает знания, да? да? Да, дает знания, я Вот. понимаю, это так работает. И у меня такой эйфория выделяется, ну, очень классное чувство. От понимания. Да, а теперь, когда я что-то Постижение. объясняю, и я вижу, как у людей это происходит, ну, это очень приятное чувство. Еще вдвойне приятнее. Что ты раньше это мог ощутить, а сейчас ты понимаешь, что вот человек, которому ты что-то объясняешь, он тоже это может. Он тоже чувствует это. Как проверяли строение веществ с помощью химических реакций? Как вы понимаете, на химических реакциях, чтобы увидеть конкретность, ну, Олимпиады это же... Чтобы выиграть Олимпиаду любого уровня, ну, прежде всего, конечно, всероссийского, мирового, нужно и каждый день уделять этому там 4-5 часов, заниматься только этим предметом. Это невозможно, если ты заставляешь себя заниматься. Это именно радость познания. От того, что ты долго сидишь днями, неделями над какой-то задачей, которая потом скрывается, и ты понимаешь, насколько там все было просто. Вот оно, вот это вот есть олимпиадное движение. У языкамной было, говорят, чутье на олимпиадников. Что это такое? Чутье на олимпиадника. Ищейка, да? Ну, это точно приходит с годами. Я не могу похвастаться. То есть мы иногда вкладываемся в ребенка, думаем, что вот он победит на Олимпиаде, а выстреливает совсем другой. И мы советуемся, как вот поступить. Если есть проблемы, то мы сразу бежим к Лизакиановне, да, как вот здесь вот поступить. Потому что одаренный ребенок — это, в принципе, и особые отношения, особые проблемы тоже. То есть в этом плане знание людей, понимание людей, оно у ребят интуитивно оно есть, но опыта понимания такого, которого с кем нету, но это не значит, что у них не разовьется, а это будет с годами. Я преподаю 15 лет и скажу, что вот у меня вот такое чутье, не могу похвастаться. Это правило к подобному, оно начинает работать, потому что мы видим, что ее ученики с ней часто встречаются, общаются. Даже те ребята, которые закончили, приличное время назад, не будем напоминать там о годах, и это, конечно, особо подкупает. Видно, что это не по понуждению делается, а в силу таких внутреннего чувства, внутреннего долга ее учеников. Конечно, это очень сильно подкупает. И хочется равняться на таких людей, безусловно. Она объединила вокруг себя именно людей, которые передают вот то, что она заложила из поколения в поколение, потому что у нее уже не одно поколение учеников, и ученики поддерживают друг друга и поддерживают связь между собой. Многие пошли по ее стопам. Она видела людей, и она понимала, кто пойдет дальше, а кто не захочет идти дальше. Она понимала, кому надо было дать пинок, чтобы он пошел дальше. Она все это очень тонко чувствовала. И сейчас продолжает чувствовать. И сейчас даже к ней приходишь, она только, бывает, откроешь рот что-то рассказать, а она уже сама продолжает. То есть в ней это есть. Я не знаю, что это сверхспособности или это опыт, уже приобретенный годами. А ведь интуиция — это, по сути, тоже опыт. Это не нечто, с чем мы родились. Но она действительно этим обладала. И очень много моментов, которых она мне лично предсказывала, и они сбылись. И было много моментов, в которых я не послушала ее. Не в плане учебы, наверное, а в плане жизни. И они тоже сбылись. Но она мне никогда не говорила: я же тебе говорила. Нет, она, да, так получилось. Вот, она этим обладает и по сей день. Я хоть и ученый, и верю в те факты, которые можно доказать, потрогать, пощупать, посчитать, но тем не менее это есть. Я не буду это отрицать. Потому что иначе как? Действительно, она ведь, по сути, когда выходила туда, вот за свой стол, ее было видно не очень много, потому что она маленькая, низенькая, хрупкая, но она ведь нас держала. И мы были не одни. И это безумная харизма, это безумная энергия, это безумная способность удерживать вот этот вот шквал детских эмоций. А я считаю, это самая сложная, честно говоря, профессия.
я бы, наверное, в жизни не пошла бы в учителя работать, особенно к маленьким детям. Можно быть и ученым, можно достигнуть высочайших точек, высочайших должностей, но главное, чтобы не терять человечность, чтобы к людям с душой всегда, с открытой душой, чтобы понимать людей, чтобы понимать окружающих. Она же вот так вот учила. Она детям говорила, когда вы обращаетесь к женщине, вы всегда думаете о том, что если вы нагрубили, что вместо этого человека может быть ваша мама. Вот понимаете, вот это вот просто человеческое сравнение, это очень важно. Я себе это на заметку сразу взяла. И потом своим ученикам точно так же говорила. Ну, много таких вот вещей, таких вот мелких вещей, на которые, может быть, ну, в быту не обращаю внимания, может быть, они банальные, а для детей это вот остается в ушах и в голове. Начала работать в 8 классе, новый класс, и там сидит мальчик. Говорит, что этот Калашников Игорь на уроке не сидит он. Не умеет сидеть на уроке, говорят. Калашников? Калашников Игорь. Говорит, что он... В какой школе? В 27-й школе. Говорят, что он вообще не сидит на уроке. Парень шустрый, как ртуть такой. И он увлекся химией. И стал посещать уроки химии хорошо, не пропускать уроки химии. Когда мы проходили тему малахит, я им показала малахит, цвет малахита, все, что опыты делала. И я сказала, что я люблю цвет малахита, и малахит люблю вот такой. А вы знаете, Игорь говорит, что я вам сделаю малахитовую шкатулку. Обещал, в 8 классе это было, обещал. Ладно, Игорь по химии хорошие успехи, нормально. Потом я окончила авиационный институт, стал уже как школьник более-менее такой. Ну, активный такой был. По коридорной системе обучения у него было иногда. Но парень был способный, одаренный парень. И прошли годы, я уже забыла про это. И через 25 лет он мне принес вот эту, сам своими руками сделал, вот эту шкатулку он мне принес, вот эту. И они пришли вместе Калашниковой Галей, одноклассницы тоже, вместе в одном классе учились. Галя сейчас, по-моему, в образовании она работает. И вот с Галей Калашниковой пришли они все вместе, и вот он мне подарил. Это мне очень дорогая шкатулка, потому что Игорь, парень был особенный, он сказал, когда принес: вы мне помогли стать вот кем сейчас, кто я есть. Вот такой благодарный парень. Извините, что мы вас не пустили. Да ничего, нормально. Потому что они меня снимали. Давайте, проходите, пожалуйста. Я только на 10 минуточек, потому что уже ждут к часу. Она у меня бывший директор школы, потом все, ну, все вот так теперь уже нашу систему курирует. Алена Михайловна, это у меня. Давайте. Давайте, мне неудобно. Бог послал мне вас. Я так хотела. Я вас не вижу. Это небольшой гостиниц на Новый год, ладно? Ой, чай попьете. Спасибо большое. Идемте сюда. Алена Михайловна, пожалуйста, заходите сюда. Лиза Киямовна еще же не просто учитель химии в образовательном учреждении, не только народный учитель РБ и РФ. Для нас она еще почетный гражданин Октябрьского района. Это первый человек, один из первых людей, который получил эту награду в Октябрьском районе. И для нас очень важно, очень почетно, что такие знаменитые люди, Лиза Киямовна, проживают на территории Октябрьского района. Вот. Мы желаем, конечно, долгих лет, Лиза Киямовна. Памятник обязательно мы с вами дождемся. Он обязательно будет. В будущем году здесь, вот на Гагарина 44, начинают делать сквер учителю. То есть подготовка сквер учителю. И мы надеемся... Зорги 44, да. Зорги 44, да. И мы надеемся, что вот мечта Лизы Киямовны обязательно сбудется. Вот, я очень эмоциональна. Я 2-3 слова хочу сказать, Алена Михайловна. Вы знаете, к нам пришла новая директор школы и зашла ко мне в лабораторию и говорит: я вам сделаю тепло. У меня в кабинете было 8 градусов тепла зимой. Ой, думаю, наверное, опять же, обещали, это, наверное, тоже не сделает. Я уж так мимо пропустила это все. И вдруг, представьте себе, она сделала это тепло. Она меня согрела, детей согрела. Огромное дело она сделала вот этим. Вот я никогда-то не забуду. Со слезами я встретила это тепло.
такая молодец она. Самое главное, что кабинет биологии нет тепла, библиотека нет тепла, у меня нет тепла, 8 градусов. Директор школы, вот молодая, пришла и сделала это тепло. Это очень большая забота. Я в валенках ходила, я сняла эти валенки, сняла я теплую одежду, и таким образом у меня в кабинете и в школе стало тепло. И второе, когда звонок подает, и наверху часы, смотрю, нету, нигде нету. Я зашла к ней в кабинет, говорю: Алена Михайловна, пожалуйста, говорю, у меня просьба такая еще, говорю, сделайте, пожалуйста, часы, где звонок подают, у входа нет часы, часов нету. И вы знаете, представьте себе, везде стали часы. У меня в лаборатории, в химкабинете, везде, и звонок подает. Так были мы благодарны, что мы время видим. Вот такие добрые дела она сделала для нас. Вот эта функция директора, чтобы мы были в тепле, чтобы у нас были условия. Это всегда она старалась. И сейчас тоже она постоянно заботится обо мне. Все праздники приходит со мной, знакомится, спрашивает, чего не хватает, как что к чему. Вот там внизу у меня был там грязно было в подъезде, страшно было. И я попросила Алену Михайловну, и мигом сразу же сделали внизу вот такой, может, небольшой ремонт, но сделали. Теперь у входа хорошо, я всегда, когда захожу, всегда вспоминаю Алену Михайловну. Спасибо ей большое. Нет, функция руководителя действительно создать учителю условия, потому что именно учитель дарит свои силы, внимание, знания ученикам. Да. Будет Самый комфортно учителю, значит, будет хорошо учителям и детям и родителям. Спасибо, Лиза Киямовна, вам. Ладно, я побегу. Спасибо. Лиза Киямовна, смотрите на новогодние праздники, я здесь, если что-то нужно, обязательно звоните. Вот видите, она всегда, это не просто голословно, это не голословно, это действительно она так делает. Это такая забота у нее всегда. Все праздники, любые праздники, или день рождения, или 9 мая, или всегда. Вот всем надо пример брать с нее. Это ведь не одна, у нее еще есть, кроме меня еще есть. Я ведь не одна, таких, как которых заботится. Спасибо большое. Спасибо. Алена Михайловна, чай не будет? Нет. Конечно, она встречалась с родителями, и в частности, например, меня, чтобы убедить меня учиться в другом городе. Вот как-то она произнесла такую фразу, что тебе бы надо бы поступить или в Санкт-Петербург, или в Москву. Пришла к моим родителям, посоветовала, и вот я, получается, по ее совету уехала учиться, поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на химический факультет. Вот и там я отучилась. Со мной она даже дополнительно занималась, вот поэтому здесь, наверное, больше ее заслуга в том, что я вот там училась. Это, наверное, Божий дар находить олимпиадников. Не у всех учителей это есть, но у нее вот это было. То есть она вот видела каким-то образом, я не знаю, как она видела детей, но находила всегда тех детей, которые впоследствии занимали высокие призовые места. Ну, я не скажу, что я вот всю методику до конца ее поняла, потому что у меня таких результатов замечательных, как у нее, нет. Мне больше нравится экспериментальная работа, я больше люблю работать с детьми в плане вот эксперимента. Потом Октябрьский район стали меня приглашать к себе, уговаривать стали Октябрьский район. Это был Советский район. Приглашать стали. И я решила так. Значит, я там проработала 25 лет, в 27-й школе. И я решила так. У ученицы моей скончался муж. Она окончила Ленинградский университет. Она приехала сюда, и я решила оставить Наташу в 27-й школе. У меня ученица очень грамотная, очень хороший характер, хороший. И сама решила перейти с условиями 42-й школы. Потому что мне уговаривали, говорили, что там все условия для меня есть.
значит, полностью гарантировали значит, готовить мне олимпийцев. И вот я решила туда перейти. И получилось так, что заявление свое о переводе принесла директору, значит, Фиделе Гатьятовне. Я ей положила перед педсоветом. Она говорит, что она на меня смотрит и молчит. И педсовет не начинает. Спрашивает, Фиделя Гатьятовна, давайте начнем педсовет. Уже Тамара Ивановна спрашивает. Фиделя Гатьятовна показывает мои заявления. И тут сразу же учительский коллектив полностью встали. Просить меня, чтобы я не уходила. А я, значит, заплакала я, но в то же время я уже Наташе обещала, что это место, она недалеко живет, у нее ребенок есть. Ну вот, пришлось вот таким образом уйти. Вот 56 лет было мне. Английский Ямна очень часто на уроках приводила вот примеры из своей жизни, как она училась, кем она вот работала, потому что жизненный путь ее очень интересен. И помню, что рассказывала она о том, что у них были валенки, одни валенки на семью, и как они вот по очереди, получается, со своими братьями, сестрами, значит, ходили в школу по очереди в этих валенках. Вот это я хорошо помню. Надо 25 лет проработать, хорошо работать и вдруг уйти, Да. Ради ученицы Тут своей. уже у меня международные золотые медали, тут российские призеры, все время призеры. Вы знаете, я всегда говорю, от добра не ищут. Вот это я запомнила хорошо. На своем. Да, На своей шкуре. я пожалела. Но в то же время подружилась я с детьми хорошо. И вот так, еще у меня другая школа еще есть, 2 школы. Стала работать также в воскресенье. Я всю жизнь работала в воскресенье. В воскресенье приглашаю детей. У нас свой мир с детьми, с учениками. У меня кабинет отдельно, дальше других. И мне с удовольствием я с детьми работала. В 42-й школе школа-вуз, мы как раз Флорида Хусайновна сделали это все, куда же вы сделали. Конечно, и ректор помогал, потому что ректор был мой земляк, и вот таким образом мы школа-вуз. Очень хорошую систему сделали. Мы начинали с 7 класса, 7, 8, 9, 10, 11, и в каждом классе вели преподаватели вуза. Флорида Хусайновна сама тоже работала. У нас был такой дружный коллектив преподавателей, они до сих пор скучают, до сих пор иногда мне звонят. И вот так мы дружно жили. Все завидовали, как у нас дружный какой коллектив. И у нас был летний лагерь, мы там работали 2 недели летний лагерь. Столько детей было там, больше 100 детей, они приходили туда заниматься. То есть у нас была цель, у нас было интересно, и олимпиады, и тем более, что собирали мы из 2 школ. Ну, вот видите, как я бережно все храню. Вот. И вот, знаете, мы еще собирали газетные заметки, которые выходили про нас, про Лизу Киямовну. Конечно, может быть, все не найду. А вот эта статья про Лизу Киямовну. То есть родители, родственники вот, все смотрели, вот про Лизу Киямовну статья. Вот собирали, бабушка собирала. Вот у меня вот целая папка есть. Работали отношения ответственные. Да, потому что все знали, что вот заслуга олимпийцев — это заслуга Лизы Киямовны, и вот вся наша родня вот собирала вот эти газеты, журналы и так далее. Вот наша на первой странице. Это по какому поводу? Тоже просто... Да, вот тетя у меня выписывала этот журнал, она учителем башкирского работает, она говорит, Юрий, там говорит, про твоего учителя написали. И вот она мне прислала. То есть таких вот, мы собирали их много, вот, собственно, накопилось. Там она тоже. А вот это Ирик Шарипов сам. Да, это я в школьные годы. 11 класс, победитель. Вот поэтому я вот говорю, родственники, бабушки собирали. Фиделя Киямовна всегда говорила тоже, что какие родители, такие дети. То есть она всегда хвалила за культуру родителей. Да, работника, таланта, это признак того. Да. Это у меня вот, причем это все лежит у родителей, они недавно все это как бы убирались, и вот ничего не выбросил, потому что это моя история, моя память. Я это там будущим поколениям только передам, может быть. Вот фотографии, кстати, тоже нашел, правда, тут тоже не все. Так,
Можно показывать тоже, да? Это вот Лиза Киямовна, помимо того, что мы занимались по воскресеньям, еще была летняя химическая школа, летний химический лагерь. Изотоп который? Да, да, вот это получается фотографии, вот это разные года, скорее всего. Да, вот получается это вот сейчас профессор из БГУ Зимин, Гарифа Губайдуловна. Вот они, то есть какой был уровень, представляете, школьникам приходила профессура заниматься в летний химический лагерь. Это опять же, это был первый такой опыт. Это мы на Олимпиаде в Ульяновске, 2001 год, наверное, да, это я в 10 классе, а Юлия Хейфиц в 9 классе. Вот, тогда Лиза Киямовна с нами ездила. Это вот оргкомитет, это МГУ, тут из МГУ были профессоры, Лиза Киямовна дружила с деканом химфака МГУ. Представляете, какой уровень. А вот это тоже из МГУ, с химфака. И вот это тоже, насколько я помню, Ульяновск, наша команда. А нет, это я и Оренбург и Самара. То есть вот мы настолько там дружно все общались. Это в Чувашии мы были, в Чебоксарах. Тоже в Чебоксарах. Фотографий много на самом деле. Да. Это вот моя первая Олимпиада всероссийская. Здесь, правда, Лиза Киямовна не смогла поехать, но поехала преподавать из Нефтекамска. Вот эта девочка, Оля Карпусь, она сейчас в Голландии живет, в Нидерландах. Защитила там кандидатскую диссертацию, должна вот скоро приехать. А это вот первая башкирская Олимпиада моя, 10 класс, получается, раз Оля есть. Вот Оля тоже. Мы на награждении. Во всех школах химия начинается с 8 класса. Но мне помнится, что Лиза Киямовна к нам в класс пришла в 7 классе, а может быть даже в 6 классе. Тогда я учился в мат-классе, и знаете, я очень хорошо помню этот день. Мы сидели на уроке, и зашла нам в класс женщина невысокого роста. Очень такая общительная, дружелюбная. Вот. Она, кстати, всегда умела находить общий язык с детьми. Она всегда очень легко с ними общалась, с детьми общалась. И она предложила заниматься химией в кружке. То есть тогда был организован, видимо, кружок химии. Вот это был 6, ну или, скорее всего, был 7 класс, потому что химия с 8 класса мы изучали. Мы записались, там часть класса. И вот на этих факультативах, на этих кружках нам показывали опыты химические. И вот я до сих пор помню эти опыты, потому что самое красивое в химии тогда для меня это был опыт, красочный, яркий. Причем сначала нам показывали опыты, потом даже мы перед своими одноклассниками с другом тоже часть там реактивов. Что-то взрывать, наверное, еще хотели? Не взрывать, это эксперимент называется извержение вулкана, очень красивый опыт, то есть мы там насыпаешь такую горочку с бихромата аммония, поджигаешь, он так красиво, как вулкан извергается, и как будто лава растекается. Вот мы попросили, помню, Лиза Киямовна, наверное, об этом не знает, мы у студентов, практикантов попросили этот реактив, и на школьном дворе нашим одноклассникам показали. Вот, а потом у нас даже была сценка перед классом, тоже вот, кто ходил на факультатив по химии, мы выступали, то есть тоже проводили опыты химические. Вот это было наше первое знакомство. А потом уже в 8 классе, когда у нас началась химия, я тоже помню этот момент, что я заболел. И вот первые несколько недель я не посещал химию, и даже был тот такой момент, когда я вышел после болезни, и не все с первого раза начал понимать. Вот. Тогда нагонял сильно. И помню даже свою первую ошибку, которую Лиза Киямовна до сих пор помню, она мне об этом говорила. Там я неправильно написал химическую реакцию. Она мне объяснила, как нужно правильно написать. Вот это был 8 класс. Когда мы только пришли в этот класс химический, вот этих окон не было. Было в классе ужасно холодно. То есть мы мерзли. Опять же, занимаясь по воскресеньям зимой, мы мерзли тут, и поэтому, я помню, Лиза Киямовна была шаль, она всегда из лаборантской входила в шаль зимой, потому что было холодно, вот при ней эти окна поменяли. Вот эти таблицы, вот эта таблица Менделеева, ряд отрицательности металлов, ряд напряжений металлов, растворимость, это все было сделано при нас. Это, получается, 8-9 класс, наверное, даже. То есть это наш родительский комитет, у кого-то был в типографии, видимо, знакомый, вот родительский комитет все это покупал за свой счет и оборудовал этот класс. А потом уже, когда мы уже выпустились, парты поменяли, причем линолеум, по-моему, с тех времен и остался, мне кажется. Парты, причем химические, это бывший ученик Лизы Киямовны организовал.
То есть вот эту парту, химический стол преподавателя, это все заслуга тоже Лизики и ее учеников. Вот как бывший ее ученик, бывший олимпиадник, я по воскресеньям сюда приходил, занимался с учениками, мы с кем-то разговаривали. И причем, знаете, мне это помогло, потому что я потом дальше стал преподавать, и я уже более свободно чувствовал себя на публике. Мне кажется, цветы тоже, скорее всего, Лизики очень любит цветы, наверное, дома у нее видели, сколько у нее цветов. Вот, и при ней, как они были, так они и висят, то есть до сих пор все живые. Вот. Так, это лаборантская, наша лаборатория. А тут были учебники Лизы Киамовны. Я даже сейчас помню автора. Аганесян, по-моему. Вот также могли спокойно встать, зайти, взять учебник на занятии, сесть и заниматься по нему. Это вот были как бы учебники общего пользования. Вот здесь у Лизы Киамовны раньше были учебники, которые ее личные. Здесь у нее была огромная библиотека, вот здесь и здесь. Получается, были учебники газетные, вот эти вырезки, «Химия и жизнь», журнал. Вот. И там же на одной полке стояли чашки. Мы пили чай, то есть мы когда занимались, девчонки сразу прибегали, доставали чашки. Тут у нас был электрический чайник, который Лиза Киамовна опять же свой счет все купила. Чай, сахар, сладости. И все дружненько перед Олимпиадой пили чай. У нас была традиция. Перед Олимпиадой районной мы собирались здесь вот на крыльце все вместе и отсюда шли на Олимпиаду. Когда мы ездили на Олимпиаду, мы же ездили на автобусе, на поезде, у нас тоже была традиция. Мы в пути повторяли тривиальные названия. То есть это не химические названия соединений, а тривиальные названия. Допустим, вот сульфат меди, медный купорос, там, магния сульфат, горькая соль. То есть вот такие вот, я до сих пор их помню. Народные названия. Да. То есть Лиза Киамовна нас проверяла, у нее была книжка, и потом она купила книжку, а до этой книжки такая же была табличка рукописная ею. Вот она нас опрашивала в дороге, либо мы друг друга опрашивали по этой табличке. То есть такая дружная у нас была. Кстати, вот тоже, это наша же... Да, это ваша, как называется, раскладушка. Давайте-ка посмотрим. Тут еще интересные вещи, вот это по порядку вы хотите, да, не поменяли. Так, мне бы правильно положить. Да, вот это получается у меня первая Олимпиада зонального этапа, 9 класс. Она проходила в Йошкар-Оле. Кстати, здесь написано про Гарифуллина Булата. Мы с ним параллельно учились в аспирантуре. Это бывший ученик Лизы Киамовны, он, правда, из другой школы. Но вот это причем по-моему, ее первый международник, ученик, который получил международную золотую медаль по химии. Он выиграл Олимпиаду. Вот я с ним учился в аспирантуре вместе в университете. Это Ренат Гилизиддинов. Он разрывался, он занимался коньками тогда, конькобежным спортом и химией. И там у него были успехи. Это вот Хейфец Юлия, она сейчас в Москве, кандидат наук, насколько я знаю. Таня Рогожнева, она врач, тоже по образованию наш мед закончила. Это наша команда. Получается, Ренат 11 класс, я 10 класс с Маратом, а Юля с Таней 9 класс. Кудашева Флорида Хусаиновна, на кафедру которую мы ходили заниматься. А это вот Вива Михайловна, которая нас учила как раз титровать. Зимин Юрий Сергеевич. Это наш класс. Это как раз вот первый наш химико-биологический класс. Это мои одноклассники. Так, это урок в нашем классе. Вот как раз а вот смотрите, таблица другая. Это сейчас нет таблицы. Вот та таблица, которую наш комитет купил. Вот я сижу на первой парте, где-то 10 класс, для 11 класса на другой парте сидел. Вот как раз занятия в лабораториях на химфаке Вива Михайловна ведет. Это наш очередной летний химический лагерь. Изотоп, который... Да, он же проходил ежегодно, то есть каждый год мы в нем участвовали. Это уже младшие девочки, это тоже наш класс. Нас много, потому что мы были первыми у Лизы Киамовны, поэтому, видимо, самый запоминающийся. Когда была директором Альбина Касимовна, Лиза Киамовна и с ней ездила в Москву на вручение Народного учителя России. Владимир Владимирович Путин ей вручал медаль. Да, вот как раз-таки Лиза Киамовне Владимир Владимирович вручает звание Народного учителя России. Это как народный артист. Да. То есть народный учитель.
Мне кажется, это высшая награда учителя, которая может быть. Это как раз о ее заслугах и говорит. Как бы хотелось увидеть в столице тоже прекрасный памятник учителю именно начальных классов, мудрому учителю, с его добрыми, красивыми детьми. Спасибо. Престиж профессии учителя, вот что я хочу сказать. Престиж профессии учителя. Поступает не тот, кто не проходит нигде, поэтому только принимает. Потом не идут они, в школу не идут. Вот тут надо, вот если будет престиж профессии учителя, и зарплата будет выше, и авторитет учителя. Вот я не зря же хочу памятник поставить первому учителю. Это же тоже огромная воспитательная работа, это же авторитет учителя.